Кабинет министров запретил движение российских фур по территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства. Третьи сутки трасса заблокирована активистами гражданской блокады, в которой участвуют добровольцы на территории 10 украинских областей. Судя по решению Кабмина, требования протестующих выполнены. На границе с Белоруссией побывала наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. Далее материал из Житомира. Это пропускной пункт Выступовичи, граница между Украиной и Беларусью. Количество российских фур тут увеличилось в разы после того, как Польша запретила им въезжать на свою территорию. Колбаса. Насколько не хватит вам еда? Ну, еще пару дней постоим, и все. Уже третьи сутки Михаил Марьин находится на границе. Везет углерод из России в Словакию транзитом через Белоруссию и Украину. Причину блокады водитель фуры понимает, но не разделяет, потому что бьет по кошельку. Москва звонила уже вам? Да. Ждите. Они решают. Вот они решат. Можем дальше, а можем надо вернуться. Так что мы, в долларовом эквиваленте 400. 400 долларов, да? Да. А сейчас сколько получите? Сейчас я вообще ничего не получу, рейс-то не сделан. Таких, как водитель Михаил, 5. Каждый ждет решения своего хозяина. Никто никуда не едет. Активисты пускают только обратно, в Россию. Выстроилась целая колонна фур. Водитель Василий жалуется, что не увеличил скорость. Не хватило 2 часа, чтобы заехать в Европу. Не хватило буквально 2 часов, чтобы мы кордон какой установили на нижних воротах, блокировали российские эти. 2 часов не хватило. Мы бы прошли, стали бы на границе в Ужгороде и перешли бы границу и поехали в Европу, привезли бы свой товар, 2 часов не хватило. Акция произошла чуть пораньше. Активисты говорят, независимо от решения хозяев груза, им одна дорога в родную гавань, обратно в Россию. Руслан год был на Востоке, воевал с агрессором. Возмущен, что власть до сих пор не прекратила торговлю с врагом. Росія підтримує сепаратизм на території України. Це захвачений. Кожна фура вивезена в Європу російського товару. Це граната, кулемет, танк, який Росія постачає на схід України. Так як Крим блокували наші і ваші громадяни, громадяни України, але маються татари і українці, так ми хочемо заблокувати, щоб вдарити ще раз по економіці Росії. В нескольких километрах от пропускного пункта активисты организовали блокпост. Контролируют международную трассу. Россиян видят издалека. Блокируются только российские машины. Все. Потому что это наш агрессор. Активисты организовали здесь круглосуточное дежурство. Говорят, будут стоять, пока последняя российская фура не покинет Украину. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тараташ, Усман Радинов, Заман, АТР.